Ты тренируешься, ходишь в зал? Периодически. Ну, в неделю сколько раз? 3 раза стабильно. С штангой, зал штанги. Нет? О, зря. Я вот Геору тоже это объясняю. Это, по большому счету, спортивный подкаст, где эмоции встречаются с фактами, а мнение всегда проходит проверку результатами. Рядом со мной, как всегда, мой титулованный соведущий Руслан Албегов. Привет, Георгий. И позвольте вам представить особенного гостя. Человек, чье имя и фамилия отождествляется с его спортивными титулами. И хочу вам представить Артур Таймазов. Добрый день, Руслан, Георгий. Спасибо за приглашение. Здравствуй, Артур. Спасибо, что ты сегодня с нами. Знаем твою загруженность, но, тем не менее, ты нашел для нас время и готов пообщаться с нами и с нашими дорогими зрителями. Спасибо. Артур Борисович, формат нашего подкаста подразумевает обсуждение новостей, в том числе мирового спорта. Поэтому мы надеемся и на ваше участие. Поехали, Руслан. Так, самая главная новость, пожалуй, не мировая, но которая касается нашей республики, это открытие нашего нового стадиона и, соответственно, и первая игра на этом стадионе, где мы с Георгием присутствовали. Как тебе эмоции от пройденного матча? Все было отлично, вплоть начиная с регистрации билетов, стадиона, видимости. Да, мы сидели на самом верху, но все равно видимость была отличная. Да. Хочу сказать организаторам спасибо за то, что было удобно как приобретать билеты, так и заходить на стадион. Конечно, немного я был удивлен от того, что стадион был не до конца, если ты заметил, не до конца заполненный. Хочу поздравить ребят с победой, с первой победой на новом стадионе и пожелать, чтобы эта славная традиция у них продолжалась и впредь. Да, самое главное, они справились, как сказал потом их главный тренер, с эмоциями. Да. Потому что первый матч, домашний стадион, зрители. И спасибо им, что не подвели. Да, согласен. Будем болеть. Ну и следующая новость у нас непосредственно связанная с вами, Артур Борисович. Это наши борцы молодые, Артур Тогоев, Родион Санакоев и Сослан Габуев попали в сборную команду России по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет. И они поедут на чемпионат мира. К Олимпийским играм, к Лос-Анджелесу, они уже будут им по 22 года. И я думаю, что все у них в руках. Это как определенный этап. Они должны достойно пройти. Но должны они быть нацелены на Олимпийские игры к Лос-Анджелесу. Это основная задача любого молодого спортсмена. Если уже ты выходишь на такой уровень, ты должен мечтать об Олимпийских играх. А это чемпионат мира, это определенный этап для того, чтобы ты дошел до своей мечты. Поэтому мы пожелаем, сейчас будем за них болеть, пожелаем им удачи, успехов. У них все в руках, я думаю, что должно быть все нормально. Да. А то, что вы сказали про Аланию, то мы знаем, что у нас большая история футбола астинского народа. И то, что стадион не заполнен, то это в руках наших ребят, которые играют в футбол. Они должны своей игрой заряжать, чтобы люди приходили и болели. Поэтому все в их руках. Еще я, знаешь, какую заметил там странность? То, что после матча очень много мусора оставили. Вот это неприятно было. Ну, я думаю, что со временем это тоже будет исправляться, потому что уже отучились, да. Осталось только придумать какие-то методики. Основное, то, что вы увидели, заметили, я еще раз повторюсь, что это в руках наших ребят, и у нас ребята талантливые, и Осетия любит футбол, и мы уже своими достижениями показали, что это наш вид спорта. Видно было, что ребята отдаются матчу. Сам стадион очень хороший. Я не знаю, до этого, к чему я сказал насчет заполняемости, то, что до этого во всеуслышание трубили, что стадион маленький, стадион. Как по мне, для нашего города, для нынешней ситуации, в которой Алания, это вполне достаточно. И
условия очень хорошие. Вот, стадион очень хороший. Мне, допустим, очень понравился Да, стадион. хочу еще качество поля отметить. Да, качество поля тоже было замечательное. Ну и следующая новость у нас, Руслан. Да, у нас... Непосредственно. Я стараюсь максимально новости по тяжелой атлетике не брать к нам в эфир, но Георгий настаивает, поэтому многие думают, что это я на себя беру такую ответственность. Нет. Ну, я сам люблю тяжелую атлетику. Мы об этом еще поговорим, Артур. В городе Верхняя Пышма прошла спартакиада народов России. Это достаточно хорошие, серьезные соревнования, где наши 3 осетинских тяжелоатлета выиграли золотые медали. Это у нас Зарина Гусалова, наша титулованная спортсменка. Это у нас Арсен Наньев, что мне приятно, в тяжелом весе завоевал золотую медаль, потому что, опять-таки, хочется, чтобы осетинские тяжелоатлеты, особенно в тяжелом весе, доминировали в России, как это было всегда. Вот. Кто там еще был? Я забыл. Чудо монтажа, спасибо. Кто там еще был? И еще один представитель осетинской школы тяжелой атлетики, Сармат Теблоев, ногирец. Ногирский. Ну, Да, выиграл тоже золотую медаль, с чем мы ребят поздравляем и желаем им дальнейших успехов. Так, Артур, теперь хочется непосредственно поговорить с тобой. Следя за твоей жизнью через соцсети, всегда натыкаешься на то, что помимо твоей основной деятельности ты не забываешь уделять время и спорту. Вот ты столько лет под нагрузками, столько лет в спорте. Скажи честно, тебе это, не знаю, применимо ли это слово, не надоело ли? честно скажу, что я и без спорта пожил чуть-чуть. Ну, как минимум лет 10-12. Но сегодня я полностью убежден, что это самое лучшее время, когда ты занимаешься спортом. Я имею в виду и для здоровья, и в целом для состояния. Это ты заряжаешься на долгие-долгие годы, если ты ежедневно занимаешься спортом. Я же, вы знаете, что 27 лет я посвятил, 6 лет начал заниматься спортом и закончил в 33 года. После этого я и не занимался спортом, и сейчас обратно начал. И каждое утро делаю зарядку, и, конечно же, хожу в зал тяжелой атлетики. Больше занимаюсь тяжелой атлетикой. Тут хотелось бы сделать акцент. Да. В целом, вот это состояние, которое сегодня именно благодаря спорту, это самое лучшее состояние. Согласен с тобой. Всем советую заниматься спортом. Я тоже свою историю небольшую расскажу, когда я со спортом закончил или меня закончили со спортом. Я первое время, знаешь, какие мысли были? Наконец-то не надо 2 раза ходить в зал. Наконец-то вот делай все, что хочешь. Эти мысли у всех бывают. Потом, через какое-то время, я начал ловить себя на мысли, что вот у меня зуд всего тела начинается от того, что вот хочется какой-то нагрузки. Одышка появляется. Одышка появляется. Ты понимаешь, что ты стареешь. Да, согласен. И я все-таки понял, да и чисто даже по медицинским показаниям нам, спортсменам, которые дошли до определенного уровня, нельзя резко бросать. Всегда нужно эту нагрузку давать так или иначе. Но ты всегда вот... Вы знаете, вот как-то у меня была история, я постился, вроде жесткая диета, все, и после этого я всегда сдавал анализы. Ну и вроде бы первый раз, это было без спорта, просто постился, жесткая диета, можно сказать, почти 2 месяца. После этого сдавал анализы, в анализах ничего не менялось. Угу. То есть и холестерин высокий, и печеночный, и все. В тот же на следующий год, когда постился, еще и параллельно занимался спортом, то уже анализы стали как у младенца. Поэтому это дает определенный эффект. И самое главное, ты себя чувствуешь по-другому. Вот это самое главное. Ты себя, можно сказать, чувствуешь полноценным человеком. Согласен. Ну, многие сталкиваются, знаешь, с чем еще, что это не касается там профессиональных спортсменов. Неправильное распределение нагрузок. Но это к этому мы еще вернемся. Георгий, ты задумался? Да, Руслан. На самом деле, Артур Борисович, вот с тех пор, как я познакомился с Русланом, мы вот вместе работаем, ведем подкаст, он очень часто вас вспоминает и отмечает именно вашу технику вот, в классической тяжелой атлетике. Дословно, если говорить, то для его вида спорта основного, да, и для его возраста очень
качественная и высокая техника. Ну и сегодня, я думаю, наш диалог будет складываться следующим образом. Он будет агитировать за тяжелую атлетику, будет на себя тянуть. Я постараюсь как-то в сторону борьбы уводить вас. Мы и за, Артур борьбу, и будет- за борьбу расскажем, и за тяжелую атлетику. Артур тоже. будет разрываться между нами. Итак, Артур, для тебя что ближе к сердцу все-таки? Тяжелая атлетика или борьба? Вы знаете, одинаково. Я могу сказать, что одинаково. Мой старший брат, рекордсмен мира, призер Олимпийских игр, олимпийский чемпион. Я, можно сказать, рос на его победах. Плюс еще, когда они молодыми занимались тяжелой атлетикой, я тоже с 6 лет, можно сказать, с 6 до 10 лет ходил на тяжелую атлетику. Огромное спасибо и братьям Нанеевым, которые открыли секцию тяжелой атлетики у нас в селе в Нагире. Поэтому благодаря тяжелой атлетике мы очень многого добились. И что в борьбе, и в тяжелой атлетике, и, наверное, в жизни. Поэтому для меня, я люблю тяжелую атлетику, я слежу за этим прекрасным видом спорта, так же, как и слежу за борьбой. Поэтому я здесь не буду говорить, какой вид спорта лучше, потому что это все относительно для каждого. А лично для меня, я, конечно, борьбу люблю и все мои достижения в борьбе, но если бы не было тяжелой атлетики, наверное, я не знаю, что бы получилось. Ну и вы были, наверное, первым, да, борцом, который внедрил элементы вот тяжелой атлетики, да, в свою подготовку. Здесь можно так сказать, стали амбассадором, да, тяжелой атлетики в борьбе именно. Особенно вот интересно, первое время тренеры, они не были против? Вот, как они относились? Знаете, вот я не знаю, откуда это зародилось. Всегда говорили, вот, не занимайся тяжелой атлетикой, ты станешь деревянным. Ну, как у нас в спорте говорят, не гибкий, то есть, значит, ты деревянный. То в штанге это называется корявый. Но я бы еще поспорил, кто гибче, штангисты или борцы. Но это все относительно, да. И всегда так говорили. Но если ноги слабые, как их качать? Кто мне может ответить на этот вопрос? Вы знаете, как-то у меня была такая ситуация, я понимал, с какой стороны нужно подходить к штанге. И мы после кросса на Сапицкой, царство небесное моему тренеру, первому тренеру Хасану Апаеву, и он меня заставлял качать спину. А мне было 16 лет, то ли 17 лет, я уже не помню. И он мне говорит, я беру там своего спарринг-партнера на мельницу и в стойке и качаю. И он мне говорит, ноги, говорит, не сгибай. Я ему говорю, Хасан Владимирович, так никто не качает спину. Я говорю, я травмируюсь. Он говорит, да что ты умничаешь, вот так надо качать. Я говорю, Хасан Владимирович, я не буду так качать, я травмируюсь. Я просто знаю, как нужно спину качать. Я ему говорю, Хасан Владимирович, вы когда-нибудь видели штангиста, чтобы он, не сгибая ноги, поднимал штангу или как? Я говорю, спина – это продолжение, можно сказать, ягодичных мышц и ног. Поэтому, говорю, невозможно качать так спину, я травмируюсь. Он говорит, ладно, так делай, как хочешь. Поэтому вот это всему я научился благодаря тяжелой атлетике. Но сегодня вот эта вся история, она ушла в сторону, потому что я на своем примере показал, что это не так, что штанга нужна. И не только для борцов, также и для футболистов, также и для боксеров. Если у тебя ноги сильные, спина сильная, тогда тебе намного легче и в футболе, и в боксе, в любых единоборствах. Потому что в организме человека самое главное – это ноги и спина. Вот бывали же, вот раньше говорили, вот этот спортсмен, он физически сильный. Но никто никогда не задумался, какие именно... Почему он какие сильный, именно да? часть, да, тела. Вот вы заметите, вот можете провести анализ. Если ребенок сильный, то у него, значит, сильные ноги и сильная спина. Да. Это физиология, это закон. А если касаемо, вот ты говорил, что... Даже в боксе, если удар сильный, то значит, у парня хорошая скорость и сильные ноги. Ну, Да. с ног идет удар, в боксе Да, тоже. импульс. А касаемо того, что ты говорил сначала, что ходил на тяжелую атлетику, потом уже пошел на борьбу. Ты как-то чувствовал отличие от своих сверстников? благодаря Конечно, тому, я в что ты- 4 классе толкнул 50 килограммов. Потом, когда я перешел на борьбу, то я всегда тренировался с ребятами, которые 2 года старше меня. То есть это реально, да, было? Ну, конечно. Я потом это уже... Я тогда-то не понимал это все, но потом уже анализируя, как это все происходило. Честно вам скажу, и Эльбрус Тедеев, и все ребята, которые нагирские борцы, которые достигли чего-то, они все потом занимались штангой. Ну, они так классически не поднимали, ну, то есть становую Ну да. тягу, приседания, вот физподготовку они всегда проходили в зале. Феликс Нани всегда шутил, что, говорит, это поликлиника для борцов. Ну, еще я, знаешь, что заметил, Артур?
есть такая тенденция, вот как Георгий сказал, что ты первый, кто внедрил элементы тяжелой атлетики в вольную борьбу, но сегодня вот я как более-менее разбирающийся в тяжелой атлетике человек, знаю, что ко мне иногда обращаются люди, которые столкнулись, скажем так, с неграмотными тренерами, которые им помогали, в кавычках, набирать ту или иную форму. При этом я их постоянно спрашиваю, вот ты сейчас ко мне обратился, но почему ты не обратился ко мне до того, как принял решение идти к тому или иному тренеру или человеку, который тебе это помогал. И вот это, мне кажется, сегодня очень важно, что у нас много дилетантов, которые выдают себя за тех или иных, но при этом портят. Я вот иногда смотрю видео, как там представители разных видов спорта занимаются элементами тяжелой атлетики, назовем их так, да, и там спина кривая, там в колени подседы делают. И вот это хочется это тоже отметить, что прежде чем заниматься таким видом спорта с отягощениями, по старинке назовем это так, то, конечно, надо проконсультироваться, по крайней мере, с человеком, кто разбирается в этом, чтобы он тебе дал наставление, потому что это здоровье. Здоровье не вернешь. Ты его можешь угробить за месяц, но ты его потом уже очень тяжело будет вернуть. Руслан, я скажу, что сегодня, если смотреть на наших младших детей, то они все заложники телевизоров, заложники телефонов и вот этих компьютеров. Дети, можно сказать, вообще, у них не такое детство, как у нас. Нас, можно сказать, с улицы насильно загоняли домой. А сегодня, вот, чтобы дети вышли на улицу или поиграли в футбол, или побегали, это целая история. Поэтому, когда они приходят на разные секции, то они физически слабые. Ну, будем говорить, отталкиваться там от любого вида разные спорта. Факторы Да, влияют разные, на это, да. Дети слабые, то есть они не подготовлены. Если раньше мы приходили постоянно уже физически подготовленные, то мы приходили на борьбу или там на бокс, ну, неважно. То сегодня это другая история и совершенно другой подход нужен. И я бы, допустим, менял бы систему в целом. Сегодня нужно открывать больше секций, где детей будут готовить, подготавливать к тому или иному виду спорта, чтобы дети уже были готовы к различным нагрузкам. Это основа. Раньше это заменяли, там, кто-то заменял гимнастикой, кто-то плаванием, но я бы, допустим, если бы я понимал, что мой сын будет заниматься или борьбой, или боксом, то я бы начал бы даже с 6 лет там, до 10 лет только тяжелой атлетикой. И я это докажу любому, что это самый лучший вид спорта. И если это делать, как ты сам говоришь, правильно. То есть зависит от тренера. Я вот иногда наблюдаю, там приходят борцы и разные, я не буду называть имена, но разные тренеры, вроде бы они сами понимают, как и штангу поднимать, но дают задание парню, который с кривой спиной вырывает штангу, или там, ну, а потом этот парень, когда у него будет грыжа спины или там какие-то различные травмы, он будет не этого тренера винить, а он будет винить тяжелую атлетику. Да. Опять повторюсь, относительно все, да. Если у тебя грамотный тренер, грамотный подход. Вот буквально неделю назад я был в Нагире, в зале тяжелой атлетики, и смотрю, и наш первый тренер Руслан Нанев тренирует своего внука, который в сентябре пойдет в 1 класс. Он поставил ему гриф такой, там, большие блины по 2,5 килограмма. И он ставит ему технику, правильный подход. Вообще его не напрягает. Мы же понимаем, что даже если гриф 10 килограммов, один подход и поднятие 5 раз, то ребенок уже поднял 50 килограммов. Да. И он начинает правильно формироваться. И через 3-4 года этот ребенок будет физически очень сильно развит. Но многим кажется, что тяжелая атлетика, что я сейчас своего ребенка туда отведу, и ему поставят такой вес, который он будет там, с кривой спиной там, еле-еле поднимать. Ну, так это же преступление, так этого тренера нужно сажать в тюрьму, потому что он гробит детей. Согласен. А если тренер грамотный, правильный подход, то это же большой успех для ребенка. И это нужно понимать. Еще, что мне нравится в тяжелой атлетике, это ведение дневника. Но когда ты занимаешься, сколько ты поднял, сколько ты присел, сколько ты становую тягу сделал, сколько ты толкнул, сколько ты порвал, то есть, то ты понимаешь, сколько тонн ты поднял за одну тренировку.
Также для ребенка. Если ребенок 4 года будет ходить и вот так будет вести дневник, то на его примере будем видеть, что он за эти 4 года сделал. В борьбе я понимаю и знаю, что детей всех по весам, когда на пары разбивают, то их по весовым категориям разбивают. И мы вот можем прийти вот в любой момент в борцовский зал, что ребенок будет проход ноги делать, у него будет спина кривая. И он будет так вытягивать, вытаскивать своего соперника, будет вот так бороться. А если он будет подготовленный, то меньше нагрузка идет на позвоночник, больше нагрузку берет мышечный корсет, и это все будет происходить по-другому. Поэтому я считаю, что нужно открывать секции. Неважно, тренеры, если ты понимаешь, что ты работаешь детским тренером, тебе нужны ученики, то ты должен открыть также детскую секцию, набирать детей и также для себя готовить детей. Согласен. Добавить Согласен, нечего. да. Вот у меня сейчас в голове крутится мысль на основе ваших слов. Это же хорошая идея, открывать такие детские спортивные центры. Да, с 5 лет эстафеты, В игровой форме, прыжки. да, чтобы они физически Можно там набирали. маленькие. Сегодня каких только тренажеров нету. Это в наше время ничего не было. Я, например, спортсмен, да, борец, там, футболист, неважно. Вот я хочу найти грамотного, как вы говорите, специалиста, да, по тяжелой атлетике. На что я должен обращать внимание? Вот я пришел в зал, я не знаю технику, да, я не знаю тренера, кто это, что. Вот как определить вот незнающему? Как определить? Ну, это, во-первых, надо определять, смотреть надо на школу. Что за школа, кто туда вышел, какие спортсмены вышли. Ну, вот, какой тренер. Ну, так сложно сказать. Я вот, знаешь, как сказал, Артур? Вот ты, когда покупаешь себе ноутбук, ты всегда спрашиваешь мнение того, кто разбирается в Отзывы, да? ноутбуках. То есть по отзывам. Ну, конечно. Специалиста по ноутбукам. Вот он тебе посоветует определенную модель, и ты идешь ее покупаешь. Вот, думаю, как-то так. Мгм. Понял. Берите на заметку. Меня как-то, опять вернусь, меня как-то Сан Саныч пригласил, проводили турнир в Кемерово. И Сан Саныч меня пригласил провести там мастер-класс. Как вы думаете, что он меня попросил показать? И я пришел в зал тяжелой атлетики, и Сан Саныч меня попросил рассказать за тяжелую атлетику, чтобы борцы понимали, как это все. А тренеры по тяжелой атлетике сидят и смотрят. И они ждали, чтобы я перешагнул через штангу. Или какой-то момент, чтобы ногой докоснулся до грифа. И вот они на меня смотрят, потом в оконцовке мне Чигишева тренер подходит и говорит: вот, говорит, я наблюдал, но неужели он не перешагнет? Да, я даже вот эти нюансы знаю. Ритуалы, да. Ритуалы, да. И Сан Санычу огромное спасибо, он даже понимает. Если честно, классики всегда работали со штангой. В отличие от вольников, классики всегда, потому что у них же в основном же вытаскивание с партера, там спина нужна, ноги нужны, и у них всегда была работа со штангой. Ну, опять-таки, они работали, но работали так, техники такой правильной не было. Продолжая, да, тему детства, вот если вспомнить про вас, то в тот период что у вас больше было, поражений или побед? Ну, без поражений не бывает победы. Я, можно сказать, там проигрывал в детстве всегда, там расстраивался, плакал, ругали меня. Все было в моей жизни. И старший брат, все меня ругали постоянно. Я помню, я проиграл в Аллагире, и пока меня старший брат вез до Нагира, он орал, всю дорогу орал. Я мечтал доехать как-нибудь до Аллагира, до Нагира, вернее. Бывало, в моей жизни все было. Без этого не бывает, поэтому благодаря вот таким поражениям, это же определенный этап жизни. Самая главная победа – это когда ты уже на взрослом ковре или на взрослом помосте, или на взрослом ринге, как правильно говорят, когда у тебя появляется победа. Все, что касается детства и детских турниров, то это определенного формата закаливания. Психологический, опыт. Учишься выступать там, когда очень много зрителей. Там, учишься выступать, учишься контролировать свои эмоции. Ну, это, я считаю, что никогда ребенка не надо ругать, если он проиграл там по юношам, по молодежи, неважно. Самая главная победа – это по взрослым. И самое главное, нужно смотреть на желание. Если желания нету, все эти победы, сколько бы он раз по молодежи не выиграл мир или по юношам, они ничего не дают. Желание, если есть, если он хочет побеждать, то он будет работать, то он будет стремиться и идти к своей цели.
конечно же, корректировку вводить, что вовремя нужно ложиться, что плохую тренировку заменяет хороший отдых. Вот эти все моменты есть, потому что от твоего отдыха зависит твоя тренировка на следующий день. А если ты днем и ночью допоздна гуляешь, ты вовремя не ложишься, не высыпаешься, о какой хорошей тренировке на следующий день может идти речь? Еще вот эти самые поражения, о которых мы говорим, и просто сам опыт выступления на соревнованиях, это главное, чтобы ребенок в первую очередь брал вот это на заметку, что ему помешало, как он себя чувствовал в той или иной ситуации. Ну, это работа тренера. Да, но и ребенок тоже должен проводить самоанализ, Конечно, это... по мере своих возможностей, Ну, конечно. в детстве ты такие, конечно, проводишь анализы, но... Ну, ты вот как себя настраивал после поражений, после побед, если помнишь? Я не знаю, я всегда хотел выйти и выиграть. Я не думал о тех поражениях. Ну, ты злился после поражений или наоборот? Ну, я сильно расстраивался. Конечно, расстраивался. Ничего себе. Не, расстраивался, да. Бывает, что руки опускаются ребенка, его вот родные должны как-то, тем более у тебя братья были в спорте на тот момент, поддерживали. Вот, если руки не опускались, это 100%. Конечно же, делал анализа. Это же, у меня же как было в борьбе, там, если ты проигрываешь сопернику, то есть, если в следующий раз с ним встречаешься, ты уже понимаешь, из-за чего ты ему проиграл. И ты, конечно же, перед схваткой, если опять-таки ты на следующем турнире с ним встречаешься, то ты, конечно же, проводишь анализ. Если он тебя выиграл броском сумплекс, то ты пытаешься, что ты понимаешь, что он этот прием делает, и стараешься тоже ошибку не совершить. Конечно, это все происходит. Но оно всегда происходило именно на турнире. Это все поменялось кардинально, когда мне уже было 18 лет. Артур Борисович, вы упомянули сейчас про, скажем так, поражение, да, своего в Алагире. Хочется узнать, вот, наверное, до перехода, да, во взрослую борьбу у каждого борца бывает вот соперник там по молодежи, по юношам, вот принципиальный соперник. Вот интересно узнать, кто у вас был такой. Ну, я же боролся в полутяжелом весе, поэтому в то время, в мое время, по молодежи лидером был Георгий Гокшелидзе. А в тяжелом весе, когда по молодежи, это был Артем Ашижев, царство ему небесное, мой хороший друг. Вот эти два парня были, я уже понимал, что они и по взрослым будут моими соперниками. Но так как я уже потом перешел в тяжелый вес, то по взрослым уже стал моим соперником и Давид Мусульбес, и там потом появился Курамагомедов, все вот эти ребята. Но когда боролся в 97 килограммов, то я уже, если честно, в 2000 году я согнал со 112 на 97, чтобы отобраться за сборную России в 97 килограмм на Олимпийские игры в Сиднее. Я тогда проиграл Курамагомедову. Конечно же, сильно расстроился. Но после этого я уже перешел в тяжелый вес, потому что столько постоянно сбрасывать на каждый турнир, на каждый чемпионат, то это было бы сложно. Но, наверное, я вот сегодня анализируя, я считаю, что тогда и тренеры мои сделали большую ошибку, и я сам тогда тоже сделал большую ошибку. Надо было бороться сразу в тяжелом весе. Можно сказать, что очень быстро перешел вот от молодежки ко взрослой команде, да? То есть у тебя не было как такового юниорского периода. То есть ты быстро начал набирать после какого-то определенного времени. Да, я помню, я на киевском турнире в 97 килограмм я сломал руку. И потом начал готовиться, и терпения не было, и снял гипс, и начал тренироваться. И потом мне Тимур говорит, брат, давай, говорит, контрольный снимок сделаем. И мы контрольный снимок делаем, а там рука не зажила. И обратно мне поставили гипс. И из-за этого пришлось пропустить чемпионат России. И тогда выиграл чемпионат России, выиграл Гокшелидзе, и он тогда поехал в 99 году, поехал и на чемпионат мира по молодежи в Сиднее, и на Олимпийские игры среди военных. А уже в 2000 году я уже понимал, что я могу попасть и отобраться по взрослым и на Олимпиаду, и на чемпионат мира. Так зачем мне выступать по молодежи, если я могу уже бороться по взрослым? И вот так вот тогда на отборочном чемпионате России на Олимпийские игры стал третьим в 97 килограмм. Я считаю так, если спортсмен чемпион мира по молодежи, то он обязан быть в тройке среди взрослых в своем весе. Это закон. А иногда бывает по-другому. Он становится чемпионом мира по молодежи и становится чемпионом России, чемпионом мира среди взрослых. То, что сделал Бувайсар. Сойти в 95 году. Вот мне не дали такую возможность, потому что я в 2011 году
выиграл молодежную в Россию с большим результатом. Тогда вот в Владикавказе была Россия, и на тот момент там Ригерт был тренер. И у нас был выбор либо готовиться по молодежке ехать, либо идти во взрослую сборную. Он нас потащил во взрослую сборную, но и там нас не пустил, и здесь нас не пустил. И у меня не получилось вот это самое. Ну, я помню, там Тимур рассказывал, его тоже так же, как у нас спортсмены говорят, там кинулись с молодежного чемпионата мира. Было. Да, с нами. Бывает, по-всякому бывает. Да, Артур Борисович, вы сейчас рассказали, что я этого не знал, если честно. То, что вы до конца, да, пытались отобраться на Олимпийские игры за сборную Россию. Но судьба сложилась у вас так, что вы потом перешли, да, за сборную Узбекистана, скажем так, и сделали это довольно успешно. Вот интересно, как вот этот переход происходил у вас? Я вам скажу, как этот переход происходил. Я как сегодня помню, я когда проиграл чемпионат России, я стал третьим. Ну, я был расстроен. Я вам расскажу такой момент, такой жизненный момент, очень интересный. Я когда проиграл Курамагомедову, я пошел в разминочный зал и на себя накинул полотенце и плачу. И тут рядом кто-то сильно заплакал. И мне даже самому там, я успокоился, и мне интересно стало. Я убираю полотенце и смотрю, рядом сидит мужественный, старший Таузбек Дзахсоров. И он плачет и говорит, он-то понимал, он говорит, меня, говорит, тоже так заставляли вес гонять, сбрасывать. И плачет вместе со мной. Мне так неудобно стало. Но они всегда за меня болели. Вот Таузбек Дзахсоров и Бази Кулаев меня награждал, когда я в 99 году в 19 лет выиграл среди взрослых киевский турнир в полутяжелом весе. И вот тогда я уже понял, что я уже могу бороться среди взрослых. Вот тогда. И когда вот вернусь к твоему вопросу, Георгий, в 2000 году на чемпионате России, я, по-моему, это январь месяц был, то ли февраль месяц, я когда стал третьим, то ко мне подошел Арсен Фадзаев и мне говорит, ты хочешь на Олимпиаде бороться? Я говорю, а кто не хочет на Олимпиаде бороться? Ну вот можем в Сиднее выступить за Узбекистан. Я говорю, если бороться, то в тяжелом весе. Он говорит, ну давай потом поговорим, все. И вот Арсен Фадзаев там поговорил в Узбекистане, я переехал за Узбекистан, но уже в тяжелом весе я полетел на чемпионат Азии, выиграл чемпионат Азии, заработал лицензию и начал готовиться на Олимпийские игры. И потом меня, можно сказать, заставили бороться на Яргинском турнире, хотя мне мой тренер Казбек Дедикаев говорил, чтобы я там не выступал. Мы, говорит, сделаем сюрприз на Олимпиаде в тяжелом весе, тебя не знают. И, говорит, на Ярыгинском бороться не надо. Ну, и так меня заставили побороться, тем более помочь Давиду, чтобы он попал на Олимпиаду. Там тогда были, кроме американца и кубинца, все выступали, они проверяли за месяц до Олимпиады, проверяли свою подготовку, кто насколько подготовился. А турки вообще отбирались, там чемпион мира и чемпион Европы, Палачи и Закари, насколько я помню, они вот вообще отбирались, кто у них поедет на Олимпиаду. И вот мне пришлось там бороться на Ярыгинском турнире. А первую схватку я, Царство Небесное, попал с Андреем Шумилиным, основным соперником. И моим основным соперником, и основной соперник Давида. И вот так я выиграл Ярыгинский турнир в тяжелом весе. И поехал на Олимпиаду в Сидней, где успешно стал вторым. Борисовича приятно, да, слушать? Как удав, который вот... Я понял. Меня всегда такие вопросы интересуют по теме, как спортсмена бывшего. Где тебе было удобнее готовиться? В родных стенах, либо там, в Узбекистане? Я на самом деле благодарен судьбе, что меня судьба свела с этой прекрасной страной, с Узбекистаном. Я люблю Узбекистан, мужественный народ, великая история в Узбекистане. Огромное спасибо судьбе. Сегодня многие задают вопрос, почему не за Россию, но я же выиграл и чемпионат России в 2001 году. Готовился на чемпионат Европы, где мне сказали, что я должен пропустить 2 года. И 2 года не должен выступать ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Азии, ни на чемпионатах Европы, нигде. Даже на официальных международных турнирах мне нельзя было выступать. И
Потом сели и подумали, я советовался и со старшими, с братьями, с профессионалами, кто в спорте разбирается, и посчитали, что замораживать себя на 2 года на своем старте, это было бы неправильно. И приняли решение, что я уже полностью уже все 4 Олимпиады уже отборолся за Узбекистан. И на самом деле спасибо моей республике, спасибо болельщикам, жителям нашей прекрасной страны России, спасибо. У меня так получилось, что за меня болели Узбекистан и Россия. Руслан, возвращаясь к тому вопросу, я всегда готовился здесь. Потому что период подготовки приходил, это летнее время. Во-первых, в Узбекистане жарко. Во-вторых, там не было спарринг-партнеров. А так как у нас Осетия живет борьбой, и у нас очень много, по крайней мере, на то время было ребят, там, тяжеловесов и полутяжеловесов. Я даже умудрялся и тренироваться и с ребятами, которые боролись и 85 килограммов. Поэтому я всегда готовился здесь, в Осетии. А летом мы всегда выезжали на месяц, на 1,5 всегда выезжали в горы, в Дзенагу. Хочется теперь поговорить про людей, которые оказали на вас влияние, непосредственно становление ваше как борца. Вот кто они? Ну, это мои старшие братья. В первую очередь, мои старшие братья, моя семья, безусловно. Конечно же, мои тренеры. Мне очень много дал Казбек Дедикаев. Хочу огромное спасибо сказать Зели Мукцоеву, который тогда на данный момент был президентом Федерации борьбы Осетии. Он очень много сделал для борьбы. И делал это все от души. Также, конечно, Арсен Фадзаев, Махарбек Хадарцев, Суслан Андиев, тренеры по штанге Руслан Наниев, Феликс Наниев, Царство Небесное. Конечно же, мои близкие друзья и ребята, с кем я тренировался, все вместе. Каждый внес свою лепту, потому что все же строится с маленького. И я всем благодарен, всем, кто стал рядом, все, кто помогал. Благодаря всем им получилось. Вот то, что у меня получилось. Море состоит из капель, да? Также и Да, спортсмен поэтому строится из маленьких. очень много ребят. Я вообще-то научился бороться, когда был, я боролся всегда с Сусланом Фраевым. Он хорошо забирал голову, но если борцы поймут, о чем речь, и бросал, он такой разносторонний был. И он постоянно приходил, и с ним делал. Он тоже тогда отбирался на Олимпийские игры за Узбекистан в Сидней. И вот это становление с 18 лет до 20 лет, вот 2 года работы, вот просто я ему не давал покоя. Схватка, постоянно с ним тренировки. Я помню, перед киевским турниром он мне сделал 10-0. Я вот так сидел и думал, куда же я еду, что я там, кого я там выиграю. Ну, поехал и стал чемпионом киевского турнира. Поэтому Суслану тоже вот огромное спасибо. Сегодня он наш министр спорта. Да, мой начальник, Суслан Михайловичу большой привет. Артур, немаловажную роль в жизни любого спортсмена в его спортивном пути занимает тренер. Вот как ты можешь тезисно охарактеризовать легендарного нашего Казбека Дедикаева? Он великий. Он, безусловно, великий, мудрый. И он жил победами своих учеников. И я уверен, по сегодняшний день живет. И человек, который никогда... Он всегда говорил так. Если кто-то к вам подойдет и попросит проиграть, если вы на этот шаг пойдете, вы никогда не станете спортсменами. Вы можете пообещать, что я тебя на лопатки не положу, а выиграю по баллам. Максимум, что вы можете сказать. А так, в целом, он никогда не приветствовал, чтобы из-за кого-то сняться или кому-то помочь. Вот этим там команда. Нет, он говорит, есть твоя дорога, есть твоя цель. Никакие другие моменты жизненные ты не видишь и не слышишь. И говорит, отпущу с тренировки только тогда, когда я увижу открытый перелом. А так меня больше ничего не устраивает. Но он на самом деле жил нашими победами и всегда мечтал, чтобы у него был 3-кратный олимпийский чемпион. Но он уникальный тренер. Он реально уникальный тренер. И он психолог сильнейший. Было даже так, я уже взрослый, уже выступал, уже на 4-ю Олимпиаду готовлюсь. Прихожу в зал, а его в зале нету.
Я дверь открыл, заглянул, его нету, дверь закрыл, обратно сел в машину и уехал. Особо не хотел тренироваться, хотел отдохнуть. Поэтому, может быть, когда он приходил в зал, он должен был обязательно присутствовать в зале. Не надо мне ничего не надо было подсказывать. Мне никакие приемы, потому что все, что я уже знал, я другому бы уже не научился. Нужна была правильная подводка. Но без него мне не было никакого желания вообще тренироваться. Он должен был обязательно сидеть в зале. Я его никогда не мог понять, почему он нас всегда забирает на учебно-тренировочный сбор в Дзинагу. Детский лагерь. Да-да-да. Ну, я думал, вот, особенно это, когда ты готовишься, тебя все раздражает. Вот все. Особенно меня. Я на самом деле я подходил четко к своей подготовке. И я не мог понять, я говорю, Магомед, зачем нам детский лагерь, детский крик, в обед не поспишь. Вот просто это нереально там. Он говорит, вот так я хочу, вот так будет. Никаких условий. Вообще никаких условий. И оказывается, потом я задумался. Там же вообще дети, это же энергия целая, да. Ребенок, который никогда тебя, даже если он тебе порадуется, даже будет удивляться, он тебя никогда не сглазит. Ну, то, что мы суеверные, спортсмены суеверными, вот меня сглазили, вот меня с этой. И мы всегда боялись вот этого всего. А вот ребенок, когда вот видит тебя, радуется тебе, он даже не понимает, это же он делает от чистого сердца. И вот тогда в детском лагере, вот я вот потом это задумался и для себя сделал такой вывод, что он это делал из-за этого. И на самом деле это так и есть. Если вот так глубоко подумать и задуматься, то там только одни плюсы. Ты еще радуешься детям. Там. На самом деле, Казбеку большое спасибо. Вот Георгий не так давно снимал сюжет про Казбека Дидикаева. Поделись своими впечатлениями, Георгий. Человек в этом возрасте, да, даже в 7 часов утра, любая погода, какая бы ни была, дождь, град, снег, он всегда на зарядке. То есть... Но я вам скажу за это. Зелим Кцоев вместе с Арсеном Фадзаевым открыли борцовский клуб «Аланы». И мы где-то 3 года жили на базе. То есть в субботу нас отпускали домой, а в воскресенье мы на ужин возвращались. Я никогда не видел, чтобы Казбек пропустил зарядку. Дождь где-то, буря, я не знаю. Там, вот, мы думали всегда, вот бывали же там на Сапицкой, там такой небольшой подъем. А у Казбека была 7 «Жигули», задний привод. И мы всегда думали, что он на зарядку, до базы не доедет, и мы будем спать, зарядки у нас не будет. Так он оставлял машину внизу и пешком добирался, и всегда 7:30 утра всегда нас будил на зарядку. Если он говорил, что у нас будет легкая зарядка, так, просто разомнемся. Изучили, уже понимали, что сейчас будет жесткая тренировка. Он потихоньку не говорил. Он не говорил так, настроились, сейчас будет тренировка. Никогда не говорил. Он сказал, легкая тренировка, сейчас вот разомнемся чуть-чуть. И потихоньку нас нагружал. А иногда приходил и говорит, сейчас будет сильная тренировка, будем слушать пение птиц в лесу. Прогулка. То есть он уникальный, он своего рода очень уникальный. Он психолог, он... Поэтическое отношение к тренировкам, да, у него? Да, он, конечно же. Вот, к слову, еще о его величии. Ну, недавно у нас был Виталий Константинович Сланов, наш прославленный тренер по боксу. Так вот, в конце мы его спрашивали факторы качества чемпиона. И одним из факторов он указал человеколюбие. Я вот как сейчас помню, да, Руслан, мы так удивились, мы никогда, я лично никогда не слышал, чтобы в качество спортсмена, да, входило вот это пункт, вот это человеколюбие. Потом я увидел ваше тоже недавнее интервью, где вы рассказали вот как раз вот эту историю про детский лагерь и почему он так поступал. И тогда у меня в голове вот этот пазл сложился. То есть это 2 уникальных момента, над которыми я никогда не задумывался. Вот. Человеколюбие, оно вообще и в спорте нужно, и в жизни нужно. Я здесь соглашусь, но факторы качества чемпиона – это, безусловно, талант, безусловно, работоспособность, конечно же, характер и, конечно же, целеустремленность и профессиональный подход. Вот если вот эти все качества объединить, тогда говорить, что этот парень станет чемпионом. Как правило, талант и трудолюбие не ходят рука об руку. Как ты думаешь об этом?
Ходят. Ходят? Конечно же, ходят. А как ты думаешь, вы думаете, что трудолюбивый, вот чемпион, возьмем его, он трудолюбивый, стал чемпионом, олимпийским чемпионом, вы думаете, что они талантливы? Я думаю, талант и трудолюбие, когда вместе, это большая редкость. Потому что талантливые... А я вам скажу, что трудолюбие – это тоже талант. Согласен. Но если... Это самый основной талант. Можете любого борца назвать, я вам скажу, что и расскажу. Георгий? Заурбек Сидаков. Безусловно, талант. Безусловно, работоспособный. Он днем и ночью. Почему он проиграл сейчас? Потому что он перепахал, он перегрузился. Он уже в 30 лет, мы с ним разговаривали. Я его, когда увидел первую схватку, со мной сидели мои друзья, я сказал, что он уставший. Нету блеска, нету бодрости. Я же вижу, так, как профессионал на ковре. Но он неправильно готовился. Готовился, я имею в виду, неправильно. Он знает, о чем я сейчас говорю. Но то, что он в детстве днем и ночью тренировался, трудился, он и сейчас тренируется больше всех. Нету олимпийского чемпиона, который стал без труда. Конечно же, бывают талантливые, и бывают и на самом деле бывают талантливые, бывают работоспособные, их куда-то занесло. Вот такое я понимаю. Но когда я же много спортсменов видел, они вот просто после первой тренировки, они уже никакие. Да. Поэтому я могу на эту тему разговаривать и долго. Сколько, это очень легко определять в тяжелой атлетике. Меня сейчас Руслан поймет, о чем я говорю. Сколько ребят красиво делают рывок и красиво толкают. Именно если красиво лучше всех, то единицы. Если по весовым категориям, да, единицы, да. Можно отметить в каждой весовой категории. Ноги слабые, ноги силу не набирают. Вот свои веса, которые он поднимает, техника хорошая. Все, штанга вылетает, скорость хорошая, все. Но ноги не встают. Ноги он качает днем и ночью, но они силу не набирают. Это да, это есть. Есть же такое? Есть, конечно. Или, образно говоря, он на грудь поднимает любой вес, а толкать его не может. Да. С груди. Он опять устает. То потом плечо полетит, то эта травма пошла. Вот травмы и любая травма – это сигнал организма, что организм должен отдохнуть. А ты чувствовал, когда вот ты уже понимал, что если дальше еще я сделаю что-то, я там травмируюсь или уйду в яму эту? В яму я попадал, конечно же. Я в 2002 году сильно переболел. У меня 3 литра воды выкачали с легких. Это так полетел на Красноярский. То я думал, что у меня обычная простуда. И полетел на турнир Ивана Ярыгина. И меня туда забрали с болевым шоком в больницу. Конечно, у меня были разные состояния, разные случаи. И говорили, что я больше бороться не буду и не смогу. Там всякое говорили. Но, как ты говоришь, вот дополнительно будешь еще тренироваться и получишь травму. Таких ощущений не было. Не было. Так, давай о приятном поговорим. А мы говорим о приятном, мы просто рассуждаем. Каждый понимает. И это мое мнение. Я повторюсь, это сугубо мое личное мнение. Но оно интересное. Потому если что честно, оно интересное. Оно заслуживает еще одного подкаста. Который... Все думают по-разному, все анализируют по-разному. Это, вот знаешь, как вот всегда говорили, он такой был, но ему дорогу не он с Услана не вы. Андиева, они всегда, тогда же было, я в детстве был, эти разговоры слышал, там на улице, там на углу, там, и всегда говорили, вот он такой сильный был, он мог Андиева выиграть, но у него не получилось. Так кто мог Андиева выиграть? Андиев сам всех выиграл. Что вы... чемпиона все хотят выиграть, поэтому вот в Осетии я когда в армии был, там вот так штанга лежала 200 килограмм. Я говорю, сколько там? Они говорят, мне 200 килограмм. Я подошел, одной рукой выиграл. Они говорят, если ты будешь заниматься тяжелой атлетикой, ты выиграешь Олимпиаду. Зачем мне это надо? Мне здоровье важнее. Да. Вот давай. Так, Артур, существует такой миф, хочется, чтобы ты его или опроверг, или подтвердил. Интересно, когда ты готовился к тем или иным соревнованиям, ты вел аскетский образ жизни, если можно так сказать. То есть ты отказывался от всех благ, хотя они у тебя на тот момент уже были, как у спортсмена успешного. Но ты, тем не менее, отказывался от всех благ, выбирал себе какой-то определенный минимум, который тебе нужен для этой подготовки. И жестко жил вот в этих рамках. Расскажи, пожалуйста, так ли это или нет? Да. Как ты к этому пришел? Это вот детские лагеря так повлияли?
Нет, это знаешь, как я к этому пришел? Я после вот этой болезни, когда у меня 3 литра с легкого выкачали, то есть у меня иммунитет упал, или я не мог понять, я постоянно часто болел. И я понимал, что если я заболел, то я сам виноват. Значит, я что-то неправильно сделал. И я начал к своей подготовке относиться очень серьезно. Образно говоря, я зимой не мог тренироваться, потому что постоянные простуды, вот это. И я всегда, вот после чемпионата мира, в сентябре чемпионат мира заканчивается, я до апреля месяца, я всегда там, каждый день ходил на тренировку. Но такой задачи не было, чтобы где-то выступил. Я в апреле начинал готовиться. Именно с апреля до сентября, до чемпионата мира, я уходил в жесткий режим. Еду на тренировки и домой. Сон обязательный, вечером опять тренировка. Что мог сделать? Где-то выйти с соседями, посидеть на улице и обратно домой, там книжку почитать или телевизор посмотреть. Бывали у меня разные методы, шутки, звонил там, то есть по-разному. Там, можно сказать, развлекался. Когда ты на режиме и сходишь с ума, то приходилось здесь звонить. У меня был телефон, там там голос менялся, ставил голос, и всем звонил, и просто разные шутки. В хорошей форме разного года. Да, на самом деле задача была так: на тренировке, домой, вовремя завтракать, вовремя обедать, вовремя ужинать и вовремя ложиться спать. То есть вел дневник, и все четко было по пунктам. Это 100%. А без этого никуда. Я Зауру сейчас тоже сказал. Я вам скажу так: спортсмен растет до 23 лет. С 23 лет, это вот знаете, вот дом строишь, и нужно заложить фундамент. Когда ты вот где-то с 15 лет до 23 лет, это уже идет, да, даже раньше, с детства. Вот сегодня можно это считать, что даже с 5 лет это начинаешь. Ты закладываешь фундамент. И ты как спортсмен, ты растешь до 23 лет. После 23 лет, где-то до 28, и это от организма зависит, или до 30, ты уже идешь на этом фундаменте. А после 28 или 30 лет все зависит, всегда зависит от твоего режима, но после вот этого зависит все от твоего режима. И я не мог понять, когда я 3-ю Олимпиаду выиграл в Пекине, мне было 29 лет, и я также тренировался, как и в 25, как и в 24. Я просто что сделал? Я проигрываю один чемпионат мира, в Москве становлюсь вторым. Я не могу понять, что со мной происходит, потому что я это начал чувствовать за 2 недели. Мы сделали в пятницу 5 схваток, и я попал в какую-то яму. У меня не то, что энергии не было, я даже с мухачами бороться не мог. Потом я через 3-4 дня восстановился, опять у нас 5 схваток. Я был очень сильно перегружен в Москве. И опять-таки я не мог понять, что со мной происходит. И уже на чемпионат мира в 2011 году точно так же готовился. И перед выездом в Турцию, Стамбул, вылетом, я делал просто на ковре короткие рывки, где потянул мышцу свою. Можно сказать, такой надрыв был сильный. И после этого я даже проигрываю чемпионат мира. В Москве ты стал серебряным, а здесь вообще без медали остался. И я не мог понять, что со мной происходит. Потом все записи, поднимаю там все дневники. Все, я пришел к такому мнению, что я убрал вообще перед Лондоном, убрал 2-ю тренировку вообще. От слова совсем. И я без штанги-то я не мог. Поэтому это моя основная подготовка была. И я что делал? У нас тренировка начиналась 11:30 утром. Я приезжал всегда на тренировку в 10 утра. 1,5 часа делал ОФП. Потом я переодевался, одевал борцовки, поднимался на ковер и уже от ситуации брал таких соперников, с кем я, допустим, у нас так называется, там, подрабатывать, чуть побороться, до проходов фехтовал, то есть. А следующий день уже полноценный ковер всегда бывал, где схватки, где с положения работа идет. И я на самом деле к Лондону подошел, прекрасно себя чувствовал, и реакция была, и все было хорошо. И вот я понял, что это 2-я тренировка. Лучше чуть-чуть увеличить свою тренировку и больше времени отставлять на восстановление. Потому что есть такое выражение: лучше быть недотренированным, чем перетренированным. Это да. Интересно, Артур Борисович, у вас огромный опыт именно выступлений на Олимпийских играх, да? Кому-то 1 раз выступить, а у вас именно 4 Олимпиады.
по прошествию времени, да, когда вы вспоминаете, вот какая Олимпиада для вас была все-таки самой трудной? Ну, так тяжело говорить, они все трудные. Знаете, я когда всегда готовился на Олимпиаду, я понимал, что если я выиграю Олимпиаду, мне казалось, что жизнь остановится. Все, это самое важное, что в жизни человека есть. Особенно для меня это было. И сперва ты мечтаешь стать олимпийским чемпионом. Потом ты мечтаешь стать двухкратным, потому что двукратных меньше. А потом ты мечтаешь стать и трехкратным. Я в Пекине понимал, если бы я в Пекине проиграл, я бы уже не готовился бы к Лондону. Я для себя это сделал уже, определил. Но если я выиграю, то я буду обязательно идти на третье золото. Поэтому сложно говорить. Каждая Олимпиада, разные соперники. Если я не ошибаюсь, то 3 раза меняли правила, пока я выступал, и я боролся по разным правилам. То есть, и сложно так сказать. Каждая Олимпиада по-своему сложная. Если вот так разобрать, то для меня Лондон и по возрасту, если думать о том, как я мечтал стать трехкратным, то, наверное, Лондон. Это 4-я моя Олимпиада. Ты часто баловал нашу осетинскую публику и родные трибуны своим присутствием на андиевских турнирах, на различных других турниров разного уровня. Что тобой двигало? Вот, порадовать публику? Это, Или просто обкатка какая-то? Да, либо это элемент подготовки это был. все мой тренер делал. Он мне говорит, борешься, и все. И это нам не обсуждалось. Андиевский турнир, надо отбороться. Ну, то есть надо было проходить соревновательный этап. Я всегда выступал, боролся. Это же октябрь месяц. И он говорит, большой перерыв получается. Надо выступить где-то. Это все Казбек Магомедович. Поэтому... Я, кстати, тоже по такому же принципу на республиканских выступал. И здесь большие веса поднимал тоже. Хотя этого не нужно было делать, но вот опять-таки то, что были небольшие простои, и нужно было что-то... Один раз выступил не хотел бороться, вообще не думал о том, что я буду бороться на андиевских. И говорит, Русик Кукаев мой друг. И в тяжелом весе же машину ставили. Я говорю, если машину поставят, я отборюсь и выиграю эту машину, тебе подарю. И раз выставили опять в тяжелом весе. Но мы не думали, мы еще не знали, там это за 2 недели было или за 3 недели. Руслан, говорю, у него не было, у Русика не было машины. Я говорю, я тебе обещаю, если в тяжелом весе машину поставят, я отборюсь. Если я выиграю, я тебе его подарю. Так он за меня так переживал, когда я боролся. А я ему говорю, а у меня ничего не получается, я вообще не в форме. И схватки тяжело идут. Я ему говорю, и твоя машина мне не нужна. Ну, вот, выиграли там, я ему подарил эту машину. И такие моменты бывали. Ну, по-разному всегда было. Ну и на самом деле это же и для ваших соперников было таким опытом, возможностью побороться с олимпийским чемпионом, с двукратным олимпийским чемпионом. Все ребята тяжеловесы меня очень хорошо знали. И мы, можно сказать, каждый день вместе тренировались, выступали. Поэтому побороться на соревнованиях, я думаю, что ничего нового бы они там... Ну и для зрителей это было настоящим подарком. Как сейчас помню, это был год, наверное, 7-й, 8-й, 6-й, точно не помню. Вы в финале боролись с Аленом Засеевым. Да. Да, я на тот момент, я понимал, что борец серьезный. У вас тогда еще были эти ослепительно белые борцовки. Да. И вы как отличались даже в этом как бы. Я сидел, я понимал, что человек серьезный сейчас борется. Я помню, как эта схватка складывалась, там первый период, по-моему, Ален выиграл как-то 1-0, что-то, потом, естественно. Но мы вот еще с Русланом обсуждали, не будь той схватки, наверное, кто знает, и Ален потом бы не добрал все те титулы и результаты, которые у него Конечно, по итогу... У нас такой вид спорта, что мы и друг без друга не можем. Да. И друг на друге мы растем. Поэтому, конечно же, когда ты выступаешь и борешься с человеком, который и профессионал, и знает, то есть, уже таких детских ошибок нету, ты, конечно же, растешь. Я также рос. И
Мне удалось еще с Махарбеком побороться. Соревнуюсь с сильнейшими растешь. Да, с Махарбеком Хадарцем, конечно, и тренироваться. И он нас заставлял на канат лазить. И он же работоспособный был такой, что и сегодня также может потренироваться, побороться. Поэтому мы вот такие, борцы вот такие растут, а штангисты по-другому у них. Артур, клуб Таймазов Тим. Да. Когда ты его решил основать, или вы с братом, Ну, и почему? потому что появилась возможность создать клуб, хоть как-то помогать ребятам, талантливым ребятам, которых сегодня нету возможности там и на учебно-тренировочный сбор поехать, чтобы можно было их подключить там, и здесь проводить почаще сборы. Но это всю работу ведут, конечно, их тренеры, поэтому дай бог, чтобы это примером послужило, чтобы побольше клубов сделали, открыли. Конечно же, я сам также рос, так тренировался, мне удалось так тоже находиться в таком клубе. И вот именно вот только для этого поддерживать. Я благодарен моему любимому виду спорта, борьбе. У меня очень многое в жизни благодаря борьбе получилось. И поэтому я считаю, что своим долгом я также должен и обязан как-то помогать своим младшим, которые сегодня идут по нашим стопам. И дай бог, чтобы у них в жизни все получилось. Кстати, я на чемпионате России заметил двух талантливых ребят. Это 57... Вердиев. Вердиев, да. И в 74 Чельдиев, да. По 18 лет им уже с лидерами достойно борются. Вердиев-то третьим стал. Это уже дает большой плюс. 18 лет на взрослом чемпионате России занял третье место. Хорошо боролся. Он такой талантливый парень. И также Чельдиев. Если они будут работать, если они будут трудиться, то у них обязательно все получится. Артур Борисович, вы сейчас упомянули прошедший чемпионат России по вольной борьбе. К сожалению, для нас, для осетинской публики, он сложился не лучшим образом. Вообще, ваше мнение? Я знаю, что вы там присутствовали. Почему так, как есть? Ну, я вам скажу так, что всегда бывают спады. Они бывают всегда. Это от поколения к поколению. То есть, вот, допустим, большой подъем у нас был, когда вот именно наше поколение, мы начали бороться, образно говоря, там, я, Гацалов, Фарниев, Кукаев, Тигиевы, Алдатов. Ну, это же все были в нашем клубе. Вот этих всех детей, чтобы вы понимали, отбирал в клуб Казбек Дедикаев. Все, что связано с нашим клубом, туда отбирал детей Казбек Дедикаев. Ну, у него есть такой талант, он видит в ребенке потенциал, он видит это все. Допустим, на чемпионате России я проиграл, выигрывая 5-0, делал накат, и меня положили на лопатки, и Казбек Дедикаев меня тогда так заметил. Я не знаю, как он это видит, но он тогда ко мне подошел, я его первый раз увидел. И он мне говорит, постарайся стать третьим, все нормально, хорошо борешься. И вот тогда он, оказывается, на этом чемпионате России сидел и отбирал ребят в клуб. А до этого был такой же спад, когда закончили борьбу там Келехсаев, Фраев, Гизоев, там Кайсинов, Жорик, наш Царство Небесное, Урусов. И, конечно же, наверное, после Махара и Арсена, и Дзгоева, вот там тоже был, наверное, спад. Но если сравнивать с Дагестаном, то я вам скажу, что в Дагестане сегодня занимается борьбой 100 тысяч человек, а в Осетии занимается 10 тысяч человек. Ну, раньше там столько же занималось. Ну, все относительно. Я думаю, что у нас все будет хорошо. У нас сейчас молодые ребята хорошие есть. Сегодня они обязательно должны уже готовиться к Олимпиаде и должны перед собой поставить цель. И Чельдиев, и Вердиев. Если они поставят цель попасть на Лос-Анджелесскую Олимпиаду, то они обязательно попадут. Потому что у них эта возможность есть. Но если они перед собой будут ставить цель не туда попасть, а в другие какие-то старты, то, естественно, будет им намного сложнее. Но я видел, они через 2 года будут другие.
И через 2 года, в 20 лет, 21 год они смогут выступать на Олимпиаде. То есть у них все шансы есть. У меня, знаешь, какая история по этому поводу? Я же в 2009 вышел с армии году, Да. вообще полностью разобранный. Начал готовиться. В 2010 у нас была спартакиада по молодежи в Петербурге. И я тогда там поехал выполнить именно международника. То есть вот через год уже после армии я готов был международника выполнить. Я там чуть-чуть приболел, но выполнил его. И ко мне подходит журналист, спрашивает: скажите, Руслан, а как вы расцениваете свои шансы на Лондонскую Олимпиаду? Ну, там тогда Чигишев был, там много сильных ребят было. Я говорю: да нет, о чем вы говорите, какая Олимпиада? Мне, я говорю, вот потихонечку надо восстанавливаться. Я приехал тогда, рассказал это тренеру своему, Казбеку Зулоеву. Он говорит: а почему ты в себя не веришь? Чем ты хуже, чем те другие ребята? Почему? У тебя вот хороший рост идет, то есть ты можешь это все доказать. Это мы к чему? Обращаюсь опять к нашим зрителям, что не стоит всегда посыпать голову пеплом. История циклична. Бывает такое, что, как Артур сказал, что бывает спад, бывает подъем. Поэтому нам просто надо переждать этот момент, продолжать также готовиться. И я думаю, что все будет. Да, условия нужно создавать для того, чтобы молодежь, тоже дети видели, что есть ребятам там есть возможность там, и они чтобы стремились тоже, знаете. Вот как раз к условиям, Артур. Ты был инициатором программы «Борьба в школу». Вот мне, честно говоря, я ее до конца не изучил. Можешь подробнее рассказать, что это за программа? «Борьба в школу» — это проект нашей партии «Единая Россия». Координатор этого проекта Сан Саныч Карелин. И огромное спасибо Сергею Ивановичу Меняйло. Он поддержал эту идею. И у нас получилось это реализовать. Называется «Борьба в школу», но ты там готовишь и отбираешь также для себя талантливых ребят. Ты их видишь. Ты, образно говоря, там за 40 минут там хорошая разминка, кувырки, координация, там какие-то действия можешь показать, прям рассказать за эту борьбу, что это дает, что тебе, как это будет. Ну, то есть в целом история. То есть централизованно преподают борьбу. А все подряд ребята борьбой занимаются? Или... Ну, мы будем сейчас в сентябре, и мы еще сейчас хотим дополнительно открыть 13 школ, в 13 школах постелить ковры. И обязательно для каждого класса можно делать объединенный. И вот есть же урок физкультуры. Но мы попросили тоже, чтобы в каждой школе, где есть борьба в школе, чтобы хотя бы в неделю 4 раза урок физкультуры проводили. Для каждого класса. Сколько таких ребят, да, вот если бы они попали на борьбу, вот, допустим, меня мой друг привел, я занимался тяжелой атлетикой, если бы он меня в борьбу не привел, то, наверное, я бы вернулся в тяжелую атлетику. Но он меня просто, он говорит: пойдем на борьбу сходим. Я попробовал 1 раз, и я уже там остался. То есть мне понравился этот вид спорта. Там более такой игровой. Где-то можно регби поиграть, где-то футбол поиграть. Я когда штангой занимался, мы в футбол никогда не играли. Мы постоянно штанга. А здесь, ребенок 10 лет, мне уже захотелось. И вот так затяну. Где-то на регби на коленях по ковру бегаешь, что-то делаешь. Не, я вообще сторонник того, что именно в школе надо закладывать на уроках физкультуры любой спорт. Раньше как было? Раньше, помню, вот я не знаю, Руслан, у вас это было, но раньше я видел, что тренера приходили в школу, вот заходят в класс и разговаривают, и говорят: приходите ко мне на штангу. К нам только тренеры по шахматам приходили. Да, шахматы, неважно. Тренер приходит в школу и уже уговаривает детей: приходите ко мне в секцию, вам понравится, я вас буду тренировать, вы станете сильнее. Ну, то есть вот такая работа шла. А сегодня эта возможность есть. Ты думаешь это наглядно показать на уроке физкультуры. Еще и показать приемы, показать кувырки, готовить этих детей для себя, то есть для как в борьбу, так и в другие виды спорта. И самое интересное, есть мечта, желание, чтобы создать школьную лигу, чтобы между школами сделать соревнования. Какая школа кого выиграет. Ну, то есть по борьбе. Вот такая идея тоже есть. Так, детские соревнования. Это даст, опять-таки, определенный толчок. Да, я думаю, в целом, даже если каждый из этих детей не станет великим чемпионом... то он станет физически здоровым. Да, и благодаря спорту научится каким-то жизненным ценностям. Да, и Лучше плюс... станет учиться, потому что все идет это... Да. Мы часто прыгаем с темы на тему, но потому что
все хочется с тобой обсудить. И по поводу клуба Таймазов Тим, ты сам как-то участвуешь в подготовке, в тренировках с ними, нет? Нет, у меня такой возможности нету. Там это делают тренеры, которые там работают. Я никогда не люблю лезть, знаешь, вот... Ну у тебя есть опыт определенный, Ну, и есть, ты но можешь я не подсказывать люб- всегда. Я могу подсказать, да, но если об этом попросит тренер, но я никогда не люблю тренировочный процесс лезть. Ребят, которые... У каждого свой же процесс. И я не любил, чтобы ко мне лезли в мой тренировочный процесс. Мы с Казбеком Магомедовичем определяли свою работу, как мы будем к этому идти. И вот мы так и шли. Поэтому у каждого тренера свой подход, своя подготовка. Не мне судить и никому судить, правильно он, неправильно. Они сами понимают, они видят днем и ночью, видят этого человека, этого ребенка или там спортсмена. И лучше него его никто не знает. Поэтому мы можем так советовать, а на деле может быть по-другому. Если попросят, посоветуем. Если не попросят, то это их работа. Мы можем только помочь. Рядом быть всегда, если что-то нужно, мы поможем. А вот касательно самого клуба, каким вы его видите вот спустя 5-10 лет? Я его вижу, что побольше оттуда вышло олимпийских чемпионов. Самая большая задача. Больше я его никак не вижу. Процветание клуба – это победы ребят, которые будут... Двигателем. Да, двигателем, да. И Ориентирами. Да, это только их победы. Нас радуют только их победы. Неважно. Другое нам ничего не нужно, только победы их. Мы это и для этого и делаем, чтобы было больше олимпийских чемпионов мира. Да, согласен. Артур Борисович, не можем не поговорить про семью вашу. Вот то, что вы нам сегодня рассказали, мы уже понимаем, что вот этот подход к вашей карьере, к тренировочному, в целом к жизни, вы передаете и детям. Ваш сын Арсен Таймазов является хоккеистом, уже даже дебютировал в лиге КХЛ. Расскажите поподробнее, как и почему именно хоккей? Это игровой вид спорта. Как так получилось? Когда ему было 5 лет, в Осетии Таймураз Замбегович Мамсуров открыли, и тогда ему огромное спасибо. Он тоже очень, очень сильно любит спорт, всегда болеет, всегда звонит, спрашивает. Иногда я там даже что-то пропущу, он всегда видит. Допустим, Мадина Таймазова выступила там на турнире Гран-при. Я как-то это бывает момент, что я пропустил. И он звонит, вот почему так, вот это все. И я иногда говорю, Таймураз Замбегович, что-то пропустил. Я говорю, да. Я, конечно, болею очень сильно за Мадину, да, но моменты бывают такие. А он все, любой вид спорта, вот, где бы наши ребята не выступали, он за всем следит. Поэтому они тогда, когда был, Мамсуров, когда был главой республики, они тогда построили вот Ледовый дворец в этом, в Осетии, да. А я, когда переехал в Москву, меня мой друг как-то пригласил на хоккей. И мы смотрели постоянно, всегда болели за «Динамо». «Динамо» Москва. Когда Ледовую открыли, 5 лет, куда можно ребенка отдать в 5 лет? Во-первых, говорят так, я не знаю, насколько это правда, но говорят, если ребенок постоянно тренируется на льду, то иммунитет лучше становится и полезнее для здоровья. Плюс еще такой игровой вид спорта. Так он, и думаю, пусть походит на хоккей, там 5 лет ему потом. Он 3 года занимался здесь, в Осетии. Они выезжали на соревнования, играли, все. И потом, когда его 8 лет ему было, я их перевез в Москву. И на общих основаниях я просто думаю, да, мне интересно. Но тут он играл. Вроде бы его хвалили. Вроде бы он неплохой. И думаю, да, я посмотрю. И на общих основаниях я его привел в клуб ЦСКА на просмотр. Они его сперва посмотрели физически. Что у него, какие данные есть, физические данные. Он говорит, он нам понравился, завтра его посмотрим на льду. Но они его на льду посмотрели, мне тренер говорит, конечно, катание нулевое. Но, говорит, если он догонит их в течение года, своих сверстников, то я его буду тренировать. Если он не догонит их, а там уже ребята были профессионалы, то есть они катание было четкое, все. И вот Арсен после каждой своей тренировки дополнительно на час-полтора ездил на дополнительное катание, ему ставили катание. Он вот так идет, пока вроде бы все хорошо, ровно идет. Вот сейчас он
дебютировал в прошлом году там в Лиге КХЛ. Сейчас вот в этом году его уже «Лада» выкупила, и вот в этом году он начнет играть. Посмотрим, на все воля Божья. Таймазов завоевывает новый вид спорта. Если суждено, то будет, а так, то станет и чемпионом мира, и олимпийским чемпионом. Ну, работает он, вроде бы тренируется. К тренировочному процессу вопросов нет. Артур, у нас не так давно, буквально на втором нашем выпуске, на втором подкасте был наш общий знакомый, наш общий друг Дмитрий Цгоев. Дима. И он опять-таки сказал, что ты помогаешь очень многим людям, но при этом не афишируешь это. И вот здесь у нас, мы с ним немного так на эту тему подискутировали, что, с одной стороны, человек, который помогает, но не афиширует, благородно. С другой стороны, который помогает, афиширует, с одной стороны, тоже кажется, что выпячивает это, но с другой стороны, мотивирует других людей, чтобы тоже помогали. Как... Ну, этой медали две стороны, Руслан. Мы часто с Димой об этом говорим, мы с Димой дружим, он мой друг. Он говорит, а почему ты не говоришь? Ну, я говорю, как я не хочу говорить. Мне некомфортно это говорить, во-первых. А может быть, образно, если вот так примеры приведу разные, да, вот. Если это касается там, вот сейчас, если у меня получится, то мы в этом году уже начнем расширять вот эту Алагирскую трассу от Санибы там, до Алагира, да, там моментами же проект, там же экспертизу все прошло. Все этапы мы прошли там. Если получится, то вот это можно осветить, да, об этом можно рассказать. Там я так Алану Угоеву тогда помогал, там, чтобы получить финансирование на строительство стекляшки. Таких разных моментов много. А если касаться там, личной помощи там, одному человеку. Вот у меня родилась идея, когда я стал депутатом Государственной Думы, ко мне постоянно приходили на прием граждан люди и всегда говорили, вот это, особенно это летнее время, когда уже начинались экзамены ЕГЭ, ОГЭ, вот, и они говорили, нет, у нас нету, вот помоги, пожалуйста, вот с экзаменами, у нас нету возможности там платить репетитору, чтобы их там готовили, там подготавливали. И тогда у меня появилась идея на базе нашего клуба Таймазов Тим открыть школу дополнительного образования, где детям на бесплатной основе 5 базовых предметов будут их готовить к ЕГЭ и ОГЭ. Мы уже на протяжении скольких лет уже. Каждый год мы по 180 детей мы помогаем. И это делаем уже на протяжении, наверное, 4 или 5 лет. Ну, может ошибаюсь. Может даже больше. Но суть не в этом. Вот это можно, об этом можно говорить. Также на протяжении уже 5 или 6 лет студентам профтехучилищ, там, может, небольшую так стипендию каждый месяц выплачивали. Отмечать их какими-то маленькими такими вниманием, да. Студенту каждая копейка. Поэтому есть там рядом. Я как-то не из тех людей, которые там купит корову, потом на этом целый месяц будет говорить, что он купил корову. Как-то мне самому стыдно от этого всего. И с другой стороны, ты помог человеку, там у него по здоровью проблемы, и ты сейчас об этом будешь говорить, а ему и так плохо, а ты сейчас будешь на этом рекламу себе. Если хочешь, помогай, не хочешь, не помогай. Это желание каждого человека. Поэтому таких моментов много. Я не собираюсь там говорить о помощи, когда оказывает это индивидуально там, по какому-то вопросу. Там, разным, потому что они, может, и не хотят. Иногда бывает так, что когда проводим прием граждан, мы должны отчитываться, что мы проводим прием граждан. Когда бывают камеры, многие не хотят, чтобы их снимали или там, фотографировали. Поэтому в этом мире все относительно, в жизни все относительно. И я хочу сказать, что кому надо, они все знают. И я сегодня в своей работе живу так, по крайней мере, и работаю, чтобы за меня стыдно не было ни остинскому народу, ни моей семьи. Это мой принцип жизни – смотреть каждому человеку прямо в глаза. Может, у меня не все получается, но иду и живу так, чтобы, по крайней мере, больше получалось. Дай Бог. Артур, и последний вопрос от меня.
Все мы знаем, что у тебя плотный график, занятый, но все-таки как ты проводишь свое свободное время, помимо спорта, помимо основной деятельности, досуг свой, как ты проводишь? Ну вот, честно сказать, мы же Москву знаем, да, Москва постоянно пробки, все, я то иногда, ну в Москве, допустим, я иногда читаю книгу там в пробках, и у меня в основном в Москве жизнь там на работе, и после работы там это переезды, там этот час-два, там день, в Москве день пролетает, это не как в Осетии. В Осетии больше хватает времени на личную жизнь, а в Москве совершенно чуть по-другому. Ну, я вот люблю там почитать, где-то вслух могу почитать, где-то... Это хорошее дело. Да, поэтому иногда приходим в бильярд, люблю играть. Там у меня с другом, он-то очень хорошо играет, но так собираемся друзьями, в бильярд можем поиграть. В целом вот так и проводим свою жизнь, живем досуг. Отлично. Так, у нас еще небольшой блиц. Да, Артур Борисович, небольшой блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Да, сейчас я попрошу все камеры на Артура Борисовича. Любимый спортсмен, вот вне зависимости от вида спорта. Сан Саныч Карелин. Величайший тренер, также вне зависимости от спорта. Казбек Дедикаев. И вопрос, который актуален был сегодня, мы хотели подискутировать. Все-таки любимый вид спорта. Вольная борьба. Любимая книга. Тихий Дон, Шолохов. Любимый фильм. Крестный отец. Ну, их несколько. Гладиатор, Храброе сердце. Ваше главное достижение в жизни. Мое главное достижение в жизни, это с детства у меня была мечта стать олимпийским чемпионом. И вот это мое самое главное достижение в жизни. И самое большое достижение в жизни – это моя семья. Ну и напоследок, что бы вы могли пожелать нашим зрителям? Мира. Мира и спокойствия на душе. Артур, спасибо, что сегодня ты был с нами, с нашими зрителями. Хочется пожелать, чтобы и тебе, и нашей республике ты являлся ориентиром и являешься до сих пор для многих спортсменов. Спасибо. Хочется пожелать, чтобы больше молодых ребят, которые становятся чемпионами, говорили, что я равнялся на Артура Таймазова. Спасибо большое. Это всем нам, я думаю, от этого большое. мы только все выиграем. Друзья, это был Артур Борисович Таймазов. По большому счету, до скорых встреч.